С 4 по 8 января хоккейная жизнь в Ингушетии забурлила новыми красками. Еще бы, первенство ЮФО и СКФО впервые проходит в нашей республике. Еще несколько лет назад о таком и не мечтали, а сегодня у нас есть свои команды. Кстати, о них. 7 команд-участниц в возрастной категории 11 лет и 6-12. Накал, соревновательный дух, эмоции от побед и разочарования от поражений. В эти дни было все. Первый этап соревнований проходил в городе Аксай, в городе Северск, Краснодарский край. Это второй этап. Третий этап уже будет финальный этап, финала, полуфинала. Но уже еще город не обозначен. Остальные команды у нас, команды с Краснодара, с Краснодарского края, Ростовская область, Северная Осетия, команда Донецка, команда Крыма, то есть Симферополь. Вот такие вот команды. Свое лидерство в процессе первенства обозначили сразу несколько команд. Одна из них Аксай из Ростовской области. Несмотря на то, что из матча в матч ребята побеждали соперников с разгромным счетом, они все-таки не расслаблялись и понимали, что нужно отдавать отчет ошибкам в собственной игре. В защите бывают провалы, но вижу, что добегают и опять же забирают. Наша команда, я так думаю, сильная. И думаю, что мы можем свободно занять первое место. Я доволен нашей игрой, играем хорошо, стабильно, умный хоккей. Нужно больше защиту дорабатывать, бывают провалы. В Ингушетию в эти дни вместе с командой приехало поболеть немало поклонников хоккея и из других регионов. Организация на высшем уровне, мотивация у ребят просто зашкаливает, делятся гости. Настоящий праздник спорта. Понравилась организация, спорт развиваться начал. Да, за детей очень И рады. за детей. Болеем за все команды. Дай бог всем хорошей игры и хороших успехов. Выступали в рамках первенства и ингушские команды. Правда, с игрой, в отличие от организации турнира, возникали определенные проблемы. Но это только из-за нехватки опыта, делятся в Республиканской хоккейной академии. А опыт придет со временем. У нас дома мы проводили на приз Героя России турнир, где приглашали тоже команды. И команды, конечно, приезжали не такого сильного уровня, как сегодня. Да? Но сегодня мы уже ощутили ту нагрузку, и наши команды ощутили. И эти команды, конечно, уровень команд в плане игр, и техника, и катание, все, конечно, все по-другому, все уже намного мощнее. Грамотно выстроенная тактика, способность изменять схемы в ходе игры – главная особенность любого матча. Несмотря на юный возраст, каждый из этих ребят в команде понимает степень ответственности, что лежит на них. Поэтому наставления тренеров все слушают беспрекословно. Мы знаем, кто из детей на что способен, поэтому с кем-то надо ласково, с кем-то надо прикрикнуть, кого-то надо поругать, кого-то похвалить. Поэтому это дети, и на это и есть тренеры и тренерский состав, которые находят подход к детям. Клубу уже 4 года. Поучаствовать успели и в «Золотой шайбе», и на Кубке Рагулина в Москве, и на Кубке Противостояния. Первый год, в этом году мы заявились на первенство Южного федерального округа и Северо-Закавказского, потому что в Крыму практики, к сожалению, маловато, приходится выезжать на материк, но спасибо и устроителям, и Федерации хоккея России за то, что предоставляет, конечно, такую возможность. В одном из завершающих матчей первенства на льду встретились команды из Ростовской области и Симферополя. Учитывая то, что ростовчане ни разу не проигрывали в рамках этого этапа, фаворитами выглядели именно они. Но игра с самого начала пошла совсем не по сценарию «Шор-6», как называли лидеров турнира. Одна за другой шайбы влетали в ворота, и обмен голами получился очень ярким. Со счетом 9-5 по итогам 3 периодов победу одержала «Молния». Подводя итоги турнира, организаторы отметили, что каждый из нюансов, что был включен в регламент проведения соревнований, удалось выполнить. Болельщики на трибунах, беспристрастное судейство, накал, эмоции и море голов. Здесь было все. Очень довольны, все приезжие очень довольны. Благодарили нас за этот турнир. Сказали, что несмотря ни на что мы приехали к вам. И мы убедились воочию сами, что у вас прекрасная республика, прекрасные люди. Для Ингушетии это первый крупный турнир в таком виде спорта, как хоккей. Впереди новые вызовы и новые турниры, в которых наш регион, несомненно, будет принимать активное участие. Тамерлан Хамфаев, Адам Балаков, Новости 24.